Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А сёння маімі суразмоўцамі стануць эколагі. Старшыня правлення грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухій і інжынер-фізік, прадстаўнік праграмы «Бяспека радыеактыўных адкідаў» Расійскага сацыяльна-экалагічнага саюза Андрей Ажароўскі. Добрый день, шановное господарство. Здрасте. Я так разумею, господар Андрей, что лучше мне по-русски к вам обращаться. Ну, я разумею. Отвечать буду по-русски, но можете говорить, что она... Выдатно. Вот у меня у эфира был только что Игорь Чубайс, старэйшы брат Чубайса, вядомага нам. Вот таксама сказаў: звяртайся да мяне по-беларуску, я выдатна ўсё разумею. Так что мяне радуюць расіяне паціху вучыць беларускую мову. Але вернемся да надзённых праблемаў. Вы тут зайшлі да нас перад тым, як плануеце ісці у Дзяржатамнагляд, дзе будуць праходзіць грамадскія слуханні датычна беларускай атамнай станцыі. Спадар Андрей, чаму эколагі перакананыя, я так разумею, вы ў тым ліку, што на гэтых слуханнях хочуць не праўдзівую інфармацыю нам давесці, а нейкім чынам, штосьці іншае зусім нам втюхаць, як кажуць по-простому? Ну, атомную станцию уже втюхали, энергоблок построен, и слушания проводятся для того, чтобы исполнить формальные процедуры. Они нужны для выдачи лицензии. И слушания организуются максимально неудобным образом. Вот те документы, которые обсуждаются, и сама дата слушаний была заявлена всего за 5 дней до проведения слушаний. Ну, так, чтобы никто не успел подготовиться. А сам регламент, вот он передо мной, он называется «Регламент слушаний по вопросам регулирования безопасности атомной станции». Да если бы надо было регулировать безопасность, я бы сюда не приезжал. Атомная станция – опасный объект. И обсуждать надо то, насколько она опасна, какие ее опасности. Я скажу, что это такой многоголовый дракон. Опасны радиоактивные отходы, опасны ежедневные выбросы через вентиляционные трубы. Есть риск аварий и катастроф, сравнимых по размерам с Чернобылем и Фукусимой. Экономическая неэффективность. Политические вопросы оставим в стороне. Станция опасна, и честный человек заявил бы, наверное, обсуждение, или оценки воздействия на окружающую среду, вот тех самых опасностей. А эти ребята вытащили документы, которые представляют собой описание такой сферической АЭС в вакууме. Там написано: все работает хорошо, вся автоматика работает хорошо, мы готовы к этой аварии, к этой. Я задал несколько вопросов, посмотрим, что на них ответят, потому что есть сотни сценариев аварий, которые не учтены сейчас, которые могут привести к тяжелым последствиям, то есть к загрязнению сотен квадратных километров. Например, отказ парогенератора, отказ самого разлом этого который роняли, помните, да, был корпус реактора, который об землю били. А все эти неудобные для атомщиков аварии они не рассматривают. И в том документе, который нас будут заставлять через полчаса обсуждать, там очень абстрактное описание, которое говорится: ни при каких условиях, никакие нормативы наша атомная станция не нарушит, цифр нету. Я инженер, я с цифрами работаю. Ты скажи мне, сколько ты йода выбрасываешь, сколько цезия, сколько беккерелей идет в день при работе на мощности, сколько беккерелей выбросится за раз при одной аварии, при другой. Давайте посмотрим на цифры, и тогда можно будет оценивать, насколько адекватны их оценки. Могу сказать про зоны планирования защитных мероприятий. 3-5 километров, смешно. 3-5 километров при энергоблоке мощностью 1200 мегаватт, да, 1 200 000 киловатт. Зона воздействия сотни километров. По другим оценкам, которые я тоже видел, и которые даже сам Росатом давал на слушаниях по аналогичному блоку. Я был по Ленинградской АЭС-2, такой же реактор ВВР-1200, там немножко другая компоновка, проходили слушания в 2015 или 2016 году, сейчас не помню, там была представлена более честная оценка, да, воздействие на 1000 километров, если для сельского хозяйства, не для эвакуации. Эвакуация там сотни километров. Так что атомщики врут, и приехал я послушать, как они будут врать. Мне это интересно. Ірына, але ўсё ж таки, наколькі я разумею, зараз гэтыя слуханні адбываюцца напярэдадні атрымання ліцэнзіі на эксплуатацыю энергаблока нумар 1. Это мяне здзівіла. Здаецца ж, ужо запускалі, працуе, нават там нейкую электраэнергію некуды пастаўлялі. І што, без ліцэнзіі нейкае нелагічна.
Ну да, без лицензии. На самом деле в июле месяце прошлого года, прямо перед запланированной на 7 августа физический запуск АЭС был запланирован, и было изменено законодательство. То есть раньше лицензия должна была быть получена до начала вот физического запуска всех опытно-промышленных вот этих вот работ. А потом вдруг все меняется, и, значит, и они, как бы Госатомнадзор выдает вот эти вот маленькие лицензии. Он выдает разрешение на, на загрузку топлива, потом на физический запуск, потом еще на что-то. Но при этом как бы оцениваются вот эти вот маленькие куски, но в целом, если станция не оценена, насколько станция готова к работе, это очень опасно, потому что все говорят, что наиболее опасный период для атомных станций вот этот вот пуск, когда еще как бы она не работала, не работает, и, в общем, мы видели, там генераторы взорвались, там еще что-то. Но вот белорусам, то есть вот я тоже все время говорю о том, что атомная станция запускается не в зависимости от своей готовности, а в зависимости от политического календаря. Нужно было начать грузить топливо к выборам, потом 7 ноября у нас к 7 ноябрю натиснуть кнопку, да. Ну вот как бы, а сейчас я уже не знаю к чему, потому что для меня как бы выдача лицензии к 35-летию Чернобыля, ну как-то выглядит немножко странно. Ну, это цинизм такой. Это так атомщики работают. Да им наплевать на вот то, что Чернобыль был. Вот. Чуть другой вопрос. А что заявляется? Что давайте забудем Чернобыль, примем какую-то пятилетку по переселению всех белорусов в Чернобыльскую зону. Ну, безумие же какое-то. Спадар Андрей, все ж таки вот, ну, белорусы уже, ну, я не ведаю, там не может быть неправильно сказать, смирились. Ну, прыняли як факт, што АЭС уже пабудавана, яе запусцяць, хочам мы гэтага ці не хочам. Але вот на сённяшні дзень, маючы вот гэтыя фактары, што самае небяспечнае вот, з таго, што нас можа чакаць? Ну, первое, нельзя игнорировать возможность повторения развития аварии с выбросами, сравнимыми с Чернобылем или Фукусимой. То есть все же вот основной риск, да, это маловероятные события. Я не говорю, что там белорусская атомная станция взорвется к 9 мая. Может, взорвется, а может и не взорвется. Тут как повезет. А эти аварии не исключены. Серьезные западные оценки, которые мне известны, говорят о том, что есть такие сценарии, что выброс именно оттуда, из Островца, долетит до Минска. То есть пересечет всю страну. Ну, в случае ветра в другую сторону долетит даже до Варшавы, понимаете? Это карты. Вот я могу сказать, есть флекс-риск, если наши слушатели наберут сейчас в интернете слово флекс-риск, то увидят вот эти вот карты, которые проведены австрийскими исследователями несколько лет назад. А другая проблема, она бесконечная во времени, это радиоактивные отходы. С момента пуска атомной станции, да, вот эта там торжественная процедура нажатия кнопки 7 ноября, атомная станция превратилась сама в такой огромный кусок радиоактивных отходов и начала их планомерно нарабатывать. Я знаю, что эта проблема не решена ни в одной стране мира, не решена в России. Те проекты приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов, в обсуждении которых я участвовал в России, просто там сказано, что в течение 100 лет могут начаться протечки. Это означает, что будущие поколения, вот мы сейчас безответственно примем решение, чтобы эта атомная станция работала, будущие поколения будут это расхлебывать в течение сотен лет. Вот основные проблемы. Ну, с этим связано множество второстепенных. Откуда топливо будете брать в России? Я был в местах добычи урана. Курганской области. Там все выжжено урановым раствором. Вот не поверите. Кому интересно, посмотрите видео. Я просто снимал видео с тех скважин, там подземным выщелачиванием. То есть под землю закачивается кислота, кислота растворяет уран, и вот этот урановый раствор разливается на квадратных метрах, там десятки квадратных метров залиты. Каждый этап ядерной топливной цепочки, а у вас только вершина айсберга, каждый этап ядерной топливной цепочки, добычи урана, обогащение урана, обращение с отработавшим топливом, с отходами, несет риски и опасности. Поэтому любой новый реактор в мире, ну хорошо, вот этот, ну в смысле плохо вот этот в Беларуси, любой новый реактор в мире также тянет за собой возможности аварий и протечек в местах добычи урана, в местах хранения отходов, в местах там, обогащения, в местах производства топлива. Вот я в Подмосковье живу, рядом город Электросталь. 100
микрозиверт в час, 10 тысяч микрорентген в час в лесу, просто в лесу рядом с заводом по производству топлива, с которого топливо идет сейчас сюда в Островец. Любая атомная энергетика настолько грязная, вот любое из ее звеньев грязное, ну и сама атомная станция, конечно. Но не любое звено так вот взрывается, как красиво, как вот произошло 35 лет назад в Чернобыле. Ірына, тое, што эколагі беларускія супраць атамнай станцыі, вядома ад самага пачатку. Сёння гэтае слуханне. Вот конкретно вы, як прадстаўнік беларускіх эколагаў, з чым ідзеце? Вот што вы хочаце сказаць? Ну, мы вот сегодня с утра с 10 там, до половины 12 как раз подробно говорили, что мы хотим сказать. Мы, конечно, хотим высказать свое мнение по поводу того, что нельзя выдавать лицензию, потому что те документы, которые были представлены, они не, ну, как бы не доказывают, что станция готова к работе. То есть, если есть какие-то другие документы, то давайте нам их, ну, показывайте. То есть, то, что было представлено, не убеждает нас. И, в общем, то есть, как бы, ну, вся белорусская общественность должна быть, и литовская, обеспокоена. Ну, и, в общем, как бы... И там уже как по каким-то пунктам мы попытаемся тоже что-то сказать. Понимаем, что сами общественные слушания, они на самом деле, формат у них такой информирование. Несмотря на то, что выдача лицензии, ну, это же принятие решения, да? И как бы в соответствии там, с Орхусской конвенцией, страной которой Беларусь все еще является, то есть общественность должна именно принимать участие в решении, а не информироваться о решении. То есть, в принципе, вот сейчас получается, что нас информируют, а мы пытаемся принять участие. Ну, в общем, вот такое вот как бы вот такая ситуация. То, если можно, я встряну. Нас вообще-то дезинформируют, а это еще больше обостряет ситуацию. Хотели бы атомщики нормального диалога, мы бы обсуждали эти документы не вот как сейчас, 2 часа по 4 минуты нам каждому обещали дать, а может не дадут. Обсуждали бы их не торопясь, может быть, начали бы с закрытых обсуждений, высказали бы свои замечания, попросили бы их, а допишите нам вот то, что нам не хватает. Давайте результаты опытно-промышленной эксплуатации. Сколько вы выкинули радионуклидов в окружающую среду, сколько радиоактивных отходов вот за этот короткий период, за несколько месяцев. Ну, там другие вопросы какие-то. Но нас поставили вот в такие условия, что выступление представителя общественности 4 минуты. Могу я, как эксперт, за 4 минуты подробно рассказать, чем опасна атомная станция? Ну, могу, но это будет голословненько и, знаете, так несколько по-клоунски. Вот атомщики в Беларуси вот держат масть. Они ставят нас в положение вот таких вот подчиненных. Мы придем просто потому, что, ну, раз позвали, выскажем за 4 минуты. Ну, что поделаешь, да? В следующий раз скажут за 1,5 минуты. Да? Ну, я напомню, в прошлый раз-то я пытался в слушаниях участвовать. Меня в Островце-то арестовали в 2009 году, да, и 7 суток я отсидел за попытку критики атомной станции на слушаниях. Вот не знаю, сейчас выйдем от вас, что дальше-то будет. То есть тут диалог атомщиков с общественностью здесь, в Беларуси, имеет четкие такие вот нотки силового сценария. И я скажу, что вот против меня, против Ирины было множество провокаций со стороны атомщиков. И почему я уверенно говорю со стороны атомщиков, это доказано в разбирательстве, которое проводила Орхусская конвенция. Это было международное разбирательство, это не наши какие-то обвинения, не наши инсинуации. Беларусь пыталась защищаться и в конце концов признала, да, в отношении Ирины Сухи, Андрея Жаровского, Татьяны Новиковой были применены преследования в связи с их позицией против атомной станции. Вот остановилось это или нет, посмотрим сегодня. Тут, если сегодня нас не арестуют, будет такой маленький шажок, может быть, к какому-то диалогу. Хотя, с другой стороны, я понимаю, атомщики построили энергоблок, они будут всем объяснять, что ж мы его теперь выключим, что ли? А я скажу, можно выключить. Литва выключила Игналинскую станцию, когда она была работоспособной. Германия выключает один за одним реакторы до окончания сроков эксплуатации. Поэтому никогда не поздно атомную станцию и остановить. Ага. А кредиты Путину як вертать? Ну, я бы посоветовал не возвращать, но для этого надо, чтобы у власти здесь были люди несколько более адекватные. Потому что, смотрите, Росатом нарушил обязательства. Вот соглашение 2011 года, там сказано, что Росатом предполагает построить первый энергоблок к 2017 году. Скажите, сейчас какой год? Вроде не 17-й. Если одна сторона нарушает контракт, может его нарушить и другая. Умный правитель бы сказал, посмотрев на то, что... Вот посмотрите, что произошло с 2011 года. Всем стало ясно, что возобновляемые источники энергии побивают и атомную, и угольную. Ну, видно это просто по экономике разных стран, даже бедных стран. Смотрите там на Индию, там, Аргентина, там, ну, множество стран,
как-то вот отворачивается потихоньку от атома. И вполне возможно, что вслед за... Вот давайте, Вьетнам отказался строить. У них был контракт так же, как у Беларуси с Россией. Иордания отказалась строить. Был такой же контракт у Росатома и Иордания. Так вот, умный правитель сказал бы: ребят, ситуация изменилась. Вот как вьетнамцы сделали. Ситуация изменилась, возобновляемая энергетика подешевела, мы готовы бестопливной энергетикой, безопасной энергетикой себя покрывать значительную часть своих потребностей. Конечно, там не 100% идет речь. И здесь хороший момент, вот прямо сейчас, вот на слушаниях, прислушаться вот к нам. Вот мы с Ириной придем, скажем: не давайте лицензию. И я такой вот говорю, лучший сценарий. И Госэнергонадзор такой говорит: да, наверное, мы не будем лицензию выдавать. Давайте мы подождем, давайте мы начнем разбирательство, как это называется, стокгольмский арбитраж, потому что это уже финансовые споры, а кто должен платить за просрочку, кто должен платить за то, что там они роняли корпус реактора, другие нарушения при строительстве допускали. Потому что трансформатор этот сгорел, это вообще что за безобразие такое, да, там трансформаторы жгут или что вообще, мусоросжигательный завод или атомная станция. Вот. Но я боюсь, что по этому сценарию сегодня слушания не пойдут. Очень много агентов Росатома в вашей стране, очень много людей с прошлого века, которые вот было написано в учебнике. Я помню, я в 70-е годы был школьником советским, ходил в школу, там у меня было написано АЭС-прогресс. И доказательства не принимались, да? Ну так это было в 70-е до 86-го. Ребят, Чернобыль здесь случился. Беларусь страдает от Чернобыля. Четверть территории покрыта густо, а там 3/4 не так густо радионуклидами от взорвавшегося реактора. Что, можем повторить, что ли? Вот так вот. Мало того, что кажуць, Беларусь заполонили агенты российских спецслужб, так еще и агенты Росатома долучились. Так это одни и те же люди. Вот супакой. Ірина, все ж таки, вот уявім сабе, вы выступаете сёння, прыводзіце довады, што нельга, ну, як звычайна вы гэта робіце. Вам в адказ, як звычайна таксама гэта адбываецца. А вот МАГАТЭ прыязджаў, а вот іх тут доказы, што ўсё добра, а вот мы тут праводзілі там розныя выпрабаванні. Хто каго паб'е? Вот вы разлічваеце, што ваши аргументы паб'юць? Ну, как это, если бы с другой стороны были люди, которые пришли слушать аргументы и здраво рассуждать, то я думаю, что побили бы. Но так как там это уже... Беларусь, детка. Ну да, решение принято, то есть будут отбиваться. І ў такім выпадку атрымліваецца вот ўсё ж таки сэнс, які вот усяго гэтага мерапрыемства, як спадар Андрэй сказаў, паслухаць, як яны падманваюць, бо гэта цікава, і ўсё. Ну вот все с этим вопросом как бы мучают меня с момента того, как были объявлены вот эти общественные обсуждения. То есть зачем ходить, и так все ясно. Но мы посмотрим, то есть как бы вот на любые ситуации. То есть в Беларуси, в принципе, можно, наверное, никуда не уходить, и все, и так все ясно. Но, тем не менее, почему-то все происходит по-другому. И если не публичить и не показывать вот ту ложь или ту недостоверную информацию, которую нам предоставляют, то, в принципе, там, люди будут считать, ну что, отлично, вот там, типа, будет у нас АЭС. И вот я считаю, что важно последовательно доказывать, что АЭС – это прошлый век, что Беларусь должна двигаться к устойчивой энергетике. И я уверена, что мы в эту сторону пойдем. Может быть, не прямо сегодня, но, в общем, в каком-то... То есть, надеюсь, как бы до моей смерти Беларусь будет вырабатывать более половины электроэнергии возобновляемыми источниками. Ірина, я коротко зараз. А экологи богатая организация? Колькі вы заплатили вот спадару Ажароўскаму? Тут комментарии пишут: в ряде стран по 3 АЭС, еще один проплаченный нанятый врун. Вот я хотел, мне просто цікаво, колькі заплатили. Давайте я отвечу. Билет я купил сам, стоил, по-моему, 6 тысяч российских рублей. Для моего бюджета это существенные деньги, но мне был запрещен въезд в Белоруссию, именно потому, что я вот такой проплаченный и опасный, это я в кавычках сказал. А я готов к диалогу на любом уровне с белорусскими властями.
Белорусские власти показали, какой уровень диалога они предпочитают. Меня арестовали на 7 суток в Островце за попытку участия в общественных слушаниях. Меня арестовали, выслали из страны, запретили на 10 лет въезд за попытку подать петицию в посольство России. Вот мы в день подписания вот этого контракта, когда Медведев приезжал сюда подписывать контракт на строительство атомной станции, вот я, как гражданин России, хотел петицию передать, меня, собственно, за это и преследовали. Поймите, следить за развитием атомной энергетики в мире – это здорово. Давайте посмотрим. В странах Евросоюза атомные электростанции новые почти не строятся. Я скажу, что такое почти. Один реактор очень долго, в течение больше, чем 15 лет, строится во Франции. Другой реактор Алкилуота-3 в Финляндии. Вот как бы и все. Вот как бы и все. Где там строятся реакторы? Закрываются? Да, соседка ваша, Литва, закрыла 2 РБМК-1500 на границе с Белоруссией. Давайте скажем ей спасибо. Жизнь стала лучше. Жизнь в Беларуси стала более безопасной. Неправда, менее опасной. Менее опасной после закрытия этих реакторов. И Литва, смотрите, вывернулась. Да, их «Газпром» душил ценами такими в 3 раза дороже, чем в Беларуси они покупали газ. У «Газпрома» тоже, кстати, плохо. Это хочу извиниться перед литовцами за это действие другой моей корпорации. Но Росатом-то хуже «Газпрома». Так вот, можно закрывать атомные станции. Это модно. Да, атомные станции строятся в Китае. Вот Исламская республика Иран построила абсолютно мирную атомную станцию. А есть страны, которые отказываются от атомной энергетики. И нашим слушателям, давайте приведу примеры. В Австрии была построена атомная станция, не включали в результате народного референдума. В Италии прошел народный референдум. Все 3 действующие на момент референдума атомные станции были остановлены. Италия вышла из атомной энергетики. Не страдает от этого ни капельки. Про Литву я уже сказал. Ну что, вот эти примеры. Мне кажется, надо смотреть прогнозы. И даже Международное агентство по атомной энергии говорит, что к 2050 или 2060 году в мире останется не больше 50 реакторов. Напомню, сейчас их 440 энергетических. То есть они будут дорабатывать свой срок и закрываться. Вот не надо закрывать глаза на перспективы. Росатом работает против рынка. Спадар Андрей, яшчэ вот одно пытанне. Калі нават не браць бяспеку ці небяспеку атамнай станцыі, улады кажуць, мы же вот зараз будуем свою атомную станцию, каб дзеля сваёй энергетычнай бяспекі, каб мы былі не такія залежныя ад России там у набыцці там газа, нафты і ўсяго астатняга, што патрэбна для того, каб сваю электраэнергію мець. Мы атрымаем гэтую вот незалежнасць энергетычную у якасці, калі АЭС цалкам пачне працаваць. Да, я слышал эти странные утверждения, что замена покупки российского энергоносителя под названием природный газ на российский энергоноситель под названием ядерное топливо на основе ископаемого минерала под названием уран является чем-то хорошим. Да вы меняете шило на мыло. С чем связаны такие вот утверждения, которые вы процитировали, с недостатком образования вот высших там каких-то властей или просто с их какой-то наивностью, может, их Росатом просто обманул, я не знаю, но атомная станция работает на ископаемом топливе. Да, это урановое топливо, да, не напрямую уран кидают лопатами в печку, это не угольное, конечно, но высокотехнологическое, делается вот у меня в Электростале, соседний со мной город Московской области, сильно загрязненный, кстати, радионуклидами. И с точки зрения безопасности энергетической Беларусь ничего не выигрывает, а может даже проигрывает, потому что входит в долговременную технологическую зависимость от России. Кто бы что ни говорил, управлять атомной станцией Беларусь без Росатома не сможет. И придется долгое время покупать топливо, потом долгое время платить, если сложится вот договор вот этот об отработавшем топливе, которого до сих пор нету, то, может быть, придется еще вот эти вот самые десятилетия платить за то, что Россия будет помогать обращаться с отработавшим топливом. То есть атом это привязывает Беларусь к России намного, вот просто стальными оковами. Просто газ можно купить. Вот Литва показала, газ можем купить через газовый терминал. Можем купить на рынке, там, в Норвегии хотим в США. Уран будете покупать у России, и строители атомной станции, сторонники атомной энергетики здесь, это безусловные агенты Росатома, я еще раз это слово повторю, я не буду говорить проплачено, или просто они так думают, люди имеют право ошибаться. Они могут считать, что уран лучше газа, но на самом деле нет, на самом деле хуже. Фінансавы бок, ужо вот колькі там мільярдаў узялі крэдыта, пабудавалі эту станцыю, і зараз колькі каштаваць будзе Беларусі, пачынаючы ад накіравання адпрацаваўшага ядзернага паліва ў Расію на перапрацоўку, будаўніцтва сховішча для адпрацаванага паліва тут на Беларусі і гэтак далей, у колькі нам это яшчэ абыдзецца? Ну, еще в несколько миллиардов, от 3 до 4 миллиардов долларов. И это, ну, в смысле,
и это не закончится. Это будет продолжаться после того, даже когда атомная станция закончит свою работу, нам нужно будет за этим сховищем следить. Я забыла русское слово. Вот так вот до чего Лукашук людей доводит. Ой, не говорите. Нет, вообще все это печально. Я впервые нахожусь в стране, которая, как гордо говорят власти, вступила в клуб ядерных держав. Это очень печальное ощущение. Вот честно вам скажу, вот я поеду в Германию, если карантин кончится, вот через год, когда они будут последний реактор в своей стране закрывать, там будет народное празднество. Вот люди соберутся вокруг этого реактора, будут пить шампанское и радоваться тем, что они смогли закрыть реактор до того, как он взорвался. Поймите, реакторы закрывают в первую очередь, чтобы не допустить, не доводить их до того состояния, чтобы они взрывались. А здесь, очень мне это печально. Сегодня, конечно, печальный день. Если сейчас вот через пару часов в результате слушания объявят, что мы будем выдавать лицензию к 9 мая, я так понимаю, иначе почему они торопились, это, конечно, будет, я бы объявил это днем народного траура. Я не говорю, что новый Чернобыль неизбежен, но вероятность того, что белорусы получат лишнюю дозу радионуклидов в пищу, в молоко, в воду или там в легкие в случае выбросов, такая вероятность есть. И ваши онкологические центры, сейчас они переполнены. Вот сейчас переполнены, да, посмотрите, что там творится в Боровлянах. И вот так вот рисковать с населением, которое уже подверглось, на популяционном уровне, не на личностном, на популяционном, вот ставить такие риски, а давайте мы дополнительными дозами протравим, да, разрешенными, а давайте, может, когда что-то взорвется или протечет, еще будет воздействие. Вот реально такое ощущение, что рептилоиды делают какой-то эксперимент над белорусами. Вы когорта облученных людей. Спадар Андрей, вот я так подозраю, что вас назовут паникером, что, маўляў, вот же ж проверенный реактор, не только в России побудовали, а в іншых краинах, а вы кажете про магчимость, что он как бы выбухне, узорвется. Да, магчимость такая, и может быть, чисто теоретично існуе, але наколькі яна реальная, наколькі яна вялікая? А вероятность тяжелой запроектной аварии мала, но цена аварии неприемлема. Ровно поэтому к атомной энергетике мы подходим с точки зрения 100%. Вы дайте нам гарантию, что 100% не взорвется. Аварии бывают на газовых электростанциях. Что там сгорит? Само оборудование? Пострадают сотрудники? Плохо. При аварии на атомной станции, не здесь, в Белоруссии, говорить, что могут пострадать люди, находящиеся на расстоянии сотни километров. Вот Краснопольский район Могилевской области. Люди до сих пор отселенные деревни, потому что там лежат радионуклиды в почве, не дают людям хлеб растить, да, не дают возможность скотину держать. Молоко радиоактивное, если там его производить. И ровно потому, что только атомная энергетика может сделать проблемными регионы на сотни километров по территории и на сотни лет по времени. Ровно поэтому от атомной энергетики во многих странах мира отказываются. А то, что я делаю, это не паникерство, это трезвая оценка рисков. Это попытка отойти от цитирования рекламных проспектов Росатома, которым занимаются вот сейчас белорусские власти, в том числе Госнадзор, вот в своем документе, который мы сегодня будем обсуждать, и попытка посмотреть, а есть ли другие оценки? Да, есть. Реактор, кстати, ни в какой другой стране, кроме России, такой больше не построен. Вы вторая страна, в которой он будет испытываться. Российский реактор впервые был введен в строй на Нововоронежской атомной станции, проработал неделю, и там сгорел не трансформатор ЧИК, как у вас, небольшой трансформатор у вас тут сгорел, а сгорел целый генератор, да, статор генератора закоротило. То есть качество росатомовского оборудования как раз и добавляет проблем, как раз увеличивает вероятность того, что аварии будут. Я ведаю, что хутка ўжо пачнуцца гэтыя слуханні, вам трэба ісці. Таму, Ірына, да вас апошняе на дадзены момант пытанне. Марта задае, піша: Еўропа павінна больш жорстка дзейнічаць. Ці ўсе рычагі яна выкарыстала? Увогуле, хто можа і ці ўсё ж такі вот нейкім чынам зараз паўздзейнічаць, і ці ёсць яшчэ засталіся гэтыя рычагі? К сожалению, действовать нужно было раньше и более последовательно. И, конечно, то, что сейчас Европарламент принял такую замечательную резолюцию, где проговорил про все риски и потребовал там выполнения всех международных норм для Беларуси. Это очень хорошо, но, как мы видим, это не так, чтобы очень сильно влияет на белорусские власти. И я думаю, что, к сожалению, сейчас у Европы довольно мало рычагов.
Кроме того, что Литва сказала, что не будет покупать электроэнергию, конечно, с экономической точки зрения и даже с энергетической, то есть для Беларуси она создала серьезные проблемы. Но, как видим, этого недостаточно, но я не вижу каких-то еще дополнительных рычагов, которые может предпринять Европа, кроме того, что... То есть они же не могут вмешиваться во внутренние дела Беларуси. То есть это решение белорусов. Это решение нашего Госатомнадзора, там выдать эту лицензию. И, в общем, они могут высказывать свою обеспокоенность и делать все, что могут в этой ситуации. Но мне кажется, что пространство для маневра уже не осталось. Европа может помочь с выводом из эксплуатации белорусской атомной станции. Когда бы этот вывод не состоялся. Через 60 лет, как мечтает Росатом, они обещают, я так напомню, что это оборудование 60 лет проработает, я сомневаюсь. А можно остановить ее раньше. И можно посмотреть, например, Литвы. Литва же, я вот так гордо сказала, она сама выключила. Да не так все было. Евросоюз помог Литве и помогает обращаться вот с этим наследием радиоактивных отходов, которые недоработавшая свой 30-летний срок Игналинская атомная станция произвела. Поэтому, возможно, если что-то в Беларуси изменится, то, возможно, надо вступать в диалог с Евросоюзом, говорить, что помогите-ка нам. Вот не у Росатома спрашивать, дайте нам подачку, а давайте вот с Евросоюзом разрабатывать после окончания эксплуатации. Вот если Беларусь обещает устранить эту угрозу от Вильнюса, закрыть эту атомную станцию, вполне возможно, что Евросоюз пойдет на то, чтобы оказывать помощь, вряд ли сравнимую с Литвой, все же Беларусь пока не член Евросоюза, но это вполне возможно. Литовцы понимают, за что они будут платить за свою безопасность. Ну, снова, строить атомную станцию рядом с чужой столицей – это хамство великого размера. Возможно, и в этом была изначальная идея Росатома. Дякую вялікім. Ну што ж, Ірина Сухі, Андрей Жаровскі у размове з Змітром Лукашуком у супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.